слова мы приглашаем на эту сцену заместителя директора школы имени Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Чернышова Тутыхину Ольгу Александровну. Здравствуйте, гости! Здравствуйте, почетные гости! Здравствуйте, ребята, ученики нашей школы! Рада приветствовать сегодня всех вас на таком достаточно неожиданном, но приятном мероприятии. Ребята, школа имени Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Чернышова удостоена чести стать участником фестиваля «Время Победы». И сегодня вы увидите выступления ребят, ваших ровесников, победителей фестиваля. Я прошу горячо приветствовать, отнестись с пониманием. А также сегодня у нас на фестивале присутствуют почетные гости. Это представители Совета ветеранов Бескудниковского района и представители Совета ветеранов педагогического труда. Я надеюсь, встреча пройдет в дружеской обстановке. А теперь покажите, как вы тепло и громко будете приветствовать наших участников. Спасибо большое. И небольшой организационный момент. Просьба личное и мобильное устройство отключить звук и постараться забыть про них на час. Спасибо большое. Итак, встречаем участников фестиваля. Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил. Тем, кто навеки безымянный канул в фашистском плену. Тем, кто ради правого дела сердце отдать готов. Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил. Всем, кто сейчас, в эту самую минуту идет в бой ради мира на земле, посвящается. Приветствую вас на концертной программе в рамках патриотического творческого марафона «Время Победы». Учредителями проекта являются Бюро пропаганды, поддержки и развития музыкальной культуры и искусства, Общество с ограниченной ответственностью «Звезда Медиа» и благотворительный фонд «География сердца» имени Валентина и Тамары Кудиновых. Партнерами фестиваля конкурса являются Общество с ограниченной ответственностью «Звезда, сила и честь», Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей и Союз писателей России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Наш концерт посвящен подвигу советского народа, победе в Великой Отечественной войне, а также современным героям, борцам с неофашизмом в ходе специальной военной операции. Сегодня на сцену выйдут юные исполнители из Донецкой и Луганской народных республик. Такие же, как и вы, школьники и студенты, которым пришлось прочувствовать на себе ужасы войны. Но мы не отчаялись. Мы верим в нашу победу, помним подвиг наших прадедов и посвящаем им свое творчество. Вокальная композиция «Небо славян». На сцене Иван Тронов, город Лисичанск, Луганская народная республика. Встречайте! Грозы седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков
звенит русская речь. И от перелеска до звезд высится белая рать. Здесь, на родной стороне, нам помирать. Нас точит семя Орды, нас гнет ермо басурман, но в наших венах кипит небо славян. И от чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля, все это мы. Нас точит семя Орды, нас гнет ермо басурман, но в наших венах кипит небо славян. И от чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля, все это мы. Мы родились в мирное небо. Мы думали, что никогда не услышим вой сирен, извещающих о военной тревоге. Не увидим разрушенных бомбами домов. Нам было трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Мы думали, что война для нас — это история. Но мы ошибались. Война не пришла, а ворвалась в наши дома, сразу нарушив привычный ритм жизни. Война – страшное слово. Всего 5 букв, за которыми стоят миллионы искалеченных судеб, слезы, горе и погубленные надежды. Война не знает возраста. Перед ее страшным ликом равны стар и млад. 4 года войны унесли более 27 миллионов жизней советских людей. Погиб каждый 8-й житель страны. Война на Донбассе не прекращается 9 лет. Она уже унесла около 9 тысяч жизней мирных граждан. Каждый 3-й погиб от обстрелов украинских националистических вооруженных формирований. Среди них погибло 152 ребенка, и еще более 140 детей получили ранения. Вот и сейчас, в эти самые минуты, на Донбассе продолжают гибнуть люди. Украинские неофашисты обстреливают жилые кварталы городов ДНР и ЛНР. Отступая, они бьют по населенным пунктам из всех калибров. Все это испытывают на себе ребята, которые сегодня выходят на сцену. Сейчас наши бойцы в ходе проведения специальной операции, как и наши предки, ведут упорную борьбу за освобождение от современного фашизма. Мы помним, мы гордимся и не позволим никому забыть о героях, сокрушивших фашизм. Вокальная композиция «Русская рать». На сцене Иван Тронов и Богдан Рогачев. Луганская Народная Республика. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте-ка я мне на добрый меч. Ночью пойдем на погоне ворога, Русь молодая, сердцу дорога, а не пристала сидеть.
тысяч староков, Русь не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. И спорхнули дерево до хаты, падай, плачут там малые ребята, а мужики все брат за брата вышли на родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним врага, Русь молодая, сердцу дорога, а не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была тогда, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога топили и победили черную рать. И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя, а кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне на добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне на добрый меч. Ратью пойдем да погоним врага, Русь молодая, сердцу дорога, а не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне на добрый меч. Засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя, а кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне на добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне на добрый меч. Ратью пойдем да погоним врага, Русь молодая, сердцу дорога, а не пристало сидеть по хатам, дайте коня мне на добрый меч. Засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя, а кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне на добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне на добрый меч. Ратью пойдем да погоним врага, Русь молодая, сердцу дорога, а не пристало сидеть по хатам, дайте коня мне на добрый меч. В 1945 году стремительно действовали разведчики бронемотоциклетного батальона под руководством майора Плотникова. Продвигаясь впереди наступающих частей, сходу врывались в населенные пункты, вступали в бои с превосходящими силами противника и одерживали победы. В один из таких дней они освободили 6 населенных пунктов и вырвались к стратегически важной переправе. Подобный подвиг совершил Артем Фокин, командир роты, старший лейтенант. Выполняя задачи спецоперации, обнаружил оборудованные позиции украинских боевиков. Военнослужащие сходу атаковали противника и за 8 часов ожесточенных боев освободили населенный пункт, в котором прятались неонацисты, и освободили еще 4 населенных пункта. Вокальная композиция «Спасибо, ребята». На сцене Богдан Рогачев, город Алчевск, Луганская Народная Республика.
тихо было, сидя у могилы, говорят мужчины, их морщины помнят поминутно все о том, как в одно мгновенье без предупреждения утром грянул гром, и вспорхнули птицы к огненной границе, думая, что сон, но безумный гром черной колеснице, он им будет сниться всю их жизнь потом, вся их жизнь готов. Спасибо, ребята, за то, что вы с отчизной были рядом. Спасибо, герои, за то, что заслонив с собой стояли крепкою стеной. Спасибо, ребята, всем тем, кто был России старшим братом, за то, что не могло бы быть без вас, но вы сумели победить, завещав нам жить, завещав нам жить. Идем во свете вечного огня, страшные мгновенья, неповиновения, поколения, мы должны их помнить имена, чтоб однажды утром, если будет нужно, мы могли всегда полететь, как птицы, в дальние станицы или города. Видела звезда, как отцы и деды делали победы. Мы запомним это навсегда, с нами навсегда. Спасибо, ребята, за то, что вы с отчизной были рядом. Спасибо, герои, за то, что заслонив с собой стояли крепкою стеной. Спасибо, ребята, всем
Третьяков Алексей Васильевич, герой войны, уроженец Волгоградской области, призван в ряды советской армии в качестве следователя особого отдела, старший лейтенант, командиром взвода оборонял Сталинград. Участвовал в ликвидации противника в Днепровской, Яско-Кишиневской и Корсунь-Шевченковской боевых операциях. Освобождал Украину, Румынию, Чехословакию и Венгрию. Города Ворошиловград, Лисичанск, Кременную и Сватово. Участвовал в составе 195-й шахтерской стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, 2 медалями за боевые заслуги, медалью за взятие Будапешта, за оборону Сталинграда и 10 юбилейными медалями. Третьякова Надежда Петровна, герой войны, жительница Владимирской области. В сентябре 1943 года была призвана в ряды советской армии связисткой. Принимала участие в Днепропетровской, Корсунь-Шевченковской и Яско-Кишиневской боевых операциях. Освобождала Украину, Румынию, Венгрию и Чехословакию. Ее награды: медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, медаль за взятие Будапешта, орден Отечественной войны 1 степени. Из архивов семьи Третьяковых. Надежду Петровну и Алексея Васильевича свела фронтовая судьба. В 1945 году под Прагой они стали мужем и женой. Вокальная композиция «Довоенный вальс». На сцене Олеся Ильинцева, город Донецк. Мирное небо над крепостью Бреста, в тесной квартире счастливые лица. Вальс политрук приглашает невесту, новенький бубен висит на петлице. А за окном красота новолуния, шепчутся звуком плакучие ивы. Год 41, начало июня, все еще
памяти нашей сегодня и вечно. Все они живы, все они живы, все они живы, все. Памяти нашей сегодня и вечно. Все они живы, все они живы, все они живы, все, все. Донбасс – земля героев. Говоря о героических подвигах во время войны, мы отмечаем, что их бы не было бы, если бы не крепкий и надежный тыл. Тыл ковал победу. В первые дни войны, когда мужчины ушли на фронт, женщины, дети и старики заменили их у станков, за штурвалами тракторов и комбайнов. Более 50 тысяч женщин и девушек ежедневно спускались за бой шахт, становились к станкам и агрегатам в заводских цехах. Оставшиеся без мужей, сыновей, отцов, женщины растили хлеб, обрабатывали поля, осваивали мужские профессии, даже не ведая о том, что совершают самый настоящий трудовой подвиг. Работая по пояс в воде, женщины расчищали дворы зорных шахт от завалов, Откачивали из подземных выработок воду. восстанавливали шахтные колодцы. Каждый день выполнять две нормы: за себя и за воюющего или погибшего, отца, сына, мужа, любимого. Женщины Донбасса сдержали слово и добывали уголь, столь необходимый для фронта. Мамы, жены, подруги. Именно они были опорой в те страшные дни. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись нашей Родины. Свое мужество и отвагу они проявляли и на поле боя. В тяжелых военных условиях юные девушки совершали подвиги и гибли за Отечество. Солдатская форма, тяжелые физические нагрузки, армейская дисциплина, мужское окружение, смерть, кровь, ежеминутная опасность и вечно преследующий, но скрываемый страх. При этом даже в окопах они продолжали хранить женственность, проявляя ее в быту и трепетной заботе о товарищах. Юлия Трунина, Зинка. Исполняет моя соведущая Ольга Савицкая, воспитанница театральной студии «Светрампы», город Донецк. Мы легли у разбитой ели. Ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее, на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимые, у меня лишь она одна. Пахнет в хате квашнёй и дымом, за порогом бурлит весна. Старый, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом в сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окружение попал подорший наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и буеракам через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывало ее зубы шарф.
Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мамка твоя живет. У меня есть друзья любимый, у нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом, за порогом стоит весна. И старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать, чтоб тебя она не ждала. Сейчас ежедневно тысячи людей на Донбассе совершают подвиги, обеспечивая надежный тыл фронту. Это обычные люди, которые работают на гражданских профессиях в зоне постоянных обстрелов, восстанавливают электро-, водо- и газоснабжение, проводят другие аварийно-восстановительные работы разрушенной инфраструктуры Донбасса. Всех, так же как и тогда, объединяет лозунг «Все для фронта, все для победы». Романовская Зоя Степановна, герой войны. Беззаботную и веселую студенческую жизнь в Томском университете прервала война. Зоя Степановна прошла курсы медсестер. В 1942-1943 годах работала на военном заводе в городе Омске. В апреле 1944 года мама вместе с сестрой Лидией была направлена на восстановление Донбасса. Награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Романовский Дмитрий Сергеевич, наш друг, актер театральной студии «Свет рампы». Был призван в ряды армии 24 февраля 2022 года. Дима отдавал все силы служению республике. Когда началась агрессия со стороны Украины, Дима не раз говорил, что он не до конца исполняет свой долг как гражданин. «Я тоже должен быть там, с ополченцами», — повторял Дима. Дима работал в железнодорожной больнице города Донецка. Он обеспечивал больных кислородом. Часто поздно вечером, почти ночью звонил телефон, и Дима на своем велосипеде мчался в больницу. Он говорил, что если не успеет, люди погибнут. И всегда успевал. Ни разу не подвел. Дима поступил как настоящий патриот, каким он был всегда. Он был настоящим человеком с невероятно добрым сердцем и открытой душой. Погиб Дима, исполняя свой долг. Память о нем, о его добрых глазах, о его звонком голосе будет жить в наших воспоминаниях всегда. Хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком, ты пролети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком только имени. Берег мой, берег ласковый, ах, на тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут кривые дожди, прямо у реки маленьким саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты гроза, напои меня, доброго, да не до смерти,
хоть ненадолго. Грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Сердце исполняли Данил Копачков и Анастасия Тимченко. Город Макеевка, Донецкая Народная Республика. Сын полка. Это определение знакомо нам с малых лет. Во время Великой Отечественной войны дети попадали в регулярные части рабоче-крестьянской Красной Армии разными путями. Есть среди сыновей полка и герои Советского Союза. Это, например, 14-летний Марат Козей, подорвавший себя вместе с группой противника. 14-летний разведчик Валя Котик, который наравне со старшими товарищами ходил в разведку, участвовал в рейдах, подрывал эшелоны. Всего в рядах Красной Армии служили более 3500 сыновей и дочерей полка. И это только официальные данные. Сколько их было на самом деле, не знает никто. С первых дней войны на Донбассе в рядах ополчения было немало молодых людей и совсем еще подростков. Совсем юные, они до последнего боролись за счастливую жизнь своих родных и близких. На войне нет места детям, старикам и всему гражданскому населению. Но что делать, если ты родился, растешь и живешь среди войны? Каждое утро жители обстреливаемых территорий провожают друг друга на работу, в школу, в детский сад, понимая, что новой встречи может и не быть. Дети учатся под обстрелами, находят не разорвавшиеся снаряды, получают ранения, теряют родственников. Александр Невальный, позывной «Смешной», житель поселка Калинина. 14 ноября 2014 года Александру исполнилось 19 лет, а уже в конце ноября Саша вместе с другими ребятами записался добровольцем в мотострелковый батальон армии ДНР «Викинг». Он был с мужским, настоящим характером. Мамина надежда и опора во всем. Он шел защищать свою семью и всех нас от врагов и не боялся ничего. 22 января 2015 года Александр был смертельно ранен. Пуля снайпера попала в ключицу и повредила артерию. Вокальная композиция «Белые лошади» исполняет Максим Сухов, поселок Седово, Донецкая Народная Республика. Детство запряталось в тени, без надежды, без счастья, без радости. Мы мелками цветными на площади, как все дети, рисуем прекрасное. В поле мечутся белые лошади от разрыва снаряда фугасного.
взрослыми, отпусти меня, Господи, к моей маме домой. Все друзья, кто куда разъехались, мы враги, так сказали по радио. В нас ракеты кассетные ценятся, наше детство войною украдено. Мы подобно аллеями ангелов своим, словно белые лошади. Мы, наверное, какие-то странные. Наше детство распяли на площади. Лошади, белоснежные лошади, попрошу вас, не может вы заберете меня с собой. Взрослыми нам не стать, уже взрослыми. Отпусти меня, Господи, к моей маме домой. Мы, молодое поколение, должны сохранить память о наших предках, которые совершили великий подвиг, победили фашизм, перед которым капитулировала вся Европа, которые трудились в тяжеленных условиях военного и послевоенного времени, не жалели своего здоровья и жизненных сил для восстановления Родины и победы над фашистской Германией. Наши предки справились с последствиями страшной войны и смогли вернуть и приумножить все хорошее, что было создано до 1941 года. Такая задача стоит перед нами и сейчас. Быть достойными памяти своих предков, выстоять и победить. Именно вера в победу помогала бойцам идти вперед, несмотря ни на что. Бесстрашный подвиг народа навечно сохранится в нашей истории. Сегодня в нашем зале присутствуют ветераны войны, труженики тыла и участники горячих точек. Рискуя жизнью, вы делали все, чтобы отстоять честь и независимость нашей страны. И низкий поклон вам, поколение победителей. Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали победу в мировую историю. В знак нашего уважения мы хотим вручить вам цветы и памятные книги. Сюда. Так. Мне передайте вот сюда и сюда, а там еще кто-то.
Вокальная композиция «Месяц май». На сцене София Гусарь. Город Равенкин. Луганская Народная Республика. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой. И на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улиц отруженных, дверь кишинёв Бухарест, а над Калиною кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как по тем кругом ада, теряя друзей и подруг, ходила и ездила не за наградами, а чтоб разорвать этот круг. И чтоб был месяц май, и чтоб был путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Порывы салют, осветленные лица, по-детски восторженный взор. И к этой победе смогла ты пробиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. И будет месяц май, и будет путь домой. И защемит в груди, и застанет Здравствуй, дом. С каждым днем наши связи крепнут. Донбасс уверенно возвращается в родную гавань. Наши бойцы приближают день нашей общей победы над современным фашизмом. У нас общая история, настоящее и будущее. У нас одни герои, которые живут в наших сердцах. Вокальная композиция «Встанем». На сцене Дарья Дорохова. Город Макеевка. Донецкая Народная Республика. Встанем
наша вечная память между нами. Герои России останутся в наших сердцах до конца. На эту сцену мы приглашаем старшего куратора проекта «Время Победы», руководителя продюсерского центра «Звезда Медиа», президента благотворительного фонда «География сердца» Федько Дарью Витальевну. От лица Организационного комитета проекта «Время Победы» мы бы хотели сердечно поблагодарить школу города Москвы имени Героя России Чернышева за теплый прием, за то, что вы нас приняли, за то, что мы имели возможность выступить перед нашими дорогими ветеранами, тружениками тыла. Спасибо вам огромное, земной поклон за то, что вы все здесь живы, и также перед нашими детьми. Я надеюсь, что кому-то, может быть, сегодня что-то открылось через язык искусства, через голос сердца. Может быть, для кого-то цифры, хроники стали живыми, такими же, как они являются живыми для нас, для всех. Поэтому спасибо вам огромное, и победа будет за нами, и впереди нас ждет прекрасный мир, и светлое будущее. Ольга Александровна, будьте так любезны, пройдите, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Кузнеца из города Донецка, авторская роза, которая у нас изготавливает из снарядов, которые прилетают в наш город. Ну, из смерти делается красота. Я думаю, пусть их будет как можно меньше, но потому что мы Анна Николаевна, мы все это обязательно передадим в музей наш школьный. Ребят, вам огромное, низкое, человеческое, низкий поклон и человеческое спасибо. Вы талантливы, не только талантливы каждый в своем направлении, в танце, в музыке. Самое главное, вы богаты душой. Продолжайте. У вас хорошее будущее. И я думаю, что мы, взрослые, приложим все усилия, чтобы оно было у всех мирным, спокойным небом, и чтобы все вы могли реализовать то, что задумано, то, что хочется, все мечты, чтобы сбылись. Ребят, давайте еще раз. Вот, стоя поаплодируем артистам, они показали сегодня себя. Просто молодцы. Большое. Дорогие друзья, мы были рады поделиться с вами нашим творчеством. Благодарим вас за теплый прием, искренние эмоции и аплодисменты. Наши артисты старательно готовились. Каждый вложил частичку души в свое выступление. Нам очень важно получить от вас обратную связь о нашем мероприятии и продолжить с вами общение. Сейчас на экране, а также на наших баннерах и стойке у выхода вы сможете отсканировать QR-код, вступить с нами в общий чат и заполнить анкету по ссылке в закрепленном сообщении. Каждому заполнившему анкету зрителю мы подарим на память блокнот с логотипом нашего фестиваля. Сканируйте QR-код на экране, баннерах и стойке у выхода, покажите экран телефона с нашим чатом организатору и получите памятные подарки. До новых встреч! Ребята могут спокойно, тихонечко уходить из зала, как вы это умеете делать красиво. Ветеранов приглашаем к сцене сфотографироваться для общей фотографии
участниками сегодняшнего мероприятия. Девочки, подходите к сцене.